Сколько? Вот у тебя твое это подушка. Фух, все, доброе утро. Наська тут замерзшая бегает. Холодная ночка сегодня неожиданно. Вроде по прогнозу показывает 11-12, это как бы терпимо, но мы видим в какой-то ложбине, там речка недалеко, и тут холодно, реально, наверное, 6 градусов. Точно ниже 10 было, и чуть-чуть подмерзли. Не готовы были. Дети не замерзли, причем? Да. Я замерзла. Одна Настя только замерзла, в принципе, все остальные вроде нормально. Вот, ну мы что, приняли решение, мы раз выехали так поздно, у нас нет времени, сейчас идет похолодание, вот здесь вот вообще с севера, потом с континента подует ветер, и будет похолодание, ночи уже до нуля практически будут доходить. И надо ехать на юг, в сторону Флориды, так что сегодня мы, наверное, отдадим нормально на машине. Надо подальше уже отсюда уезжать. Хотя днем тут хорошо сейчас, вот днем вообще 25, по-моему, тут будет. Но ночи такие холодные. Пойдем. Поехали. A breeze and it was cool. The next morning, the sergeant in charge of the place lined us up. Accent. Короче, визитор, центр, показывают кино об этом месте, это Сенека Рокс. Здорово. Написано карта. А здесь для любителей карт есть вот топографические карты всех тут районов. Обалдеть. Ну, $8 стоит. Что там еще? Оп. О, карта? Да, карта. Классно. Как Да? у тебя надо там поехать? Вот туда поедем. Вот сюда? 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 Что это? Папа, то что это?
получается. Ой, вот. Фух, сейчас бы были бы одни, без детей, наверное, забрались бы туда. Дети, конечно, тоже не мешают, но что-то, не знаю, настроения как-то нет. Хотелось бы туда повыше, там можно подняться. Есть тропа сбоку, можно на эти скалы забраться. Но что-то ленивые мы стали. Ой, видео случайно записал. Ой, красота здесь какая. Это немецкая долина. Немцы тут, короче, первые типа поселились. Ну, индейцы, конечно, до них. Искупались сейчас, постояли, покушали там возле речки. Вот, едем дальше. Не знаем пока, где будем ночевать. Как и всегда, в принципе. Вот. Проехали сегодня, даже не знаю сколько. Миль 70, наверное. По ветвистой Вирджинской дорожке. Ох. Мы в Вирджинии, по-моему, да? В Вирджинии. Мне чихать охота. Коронавирусы эти задолбали. Смотри, потом напишут за тебя. У нас коронавирус. И, короче, присмотрели тут место. Давай перезакинем. Под палатку присмотрели место. Пойдем к машине сейчас, возьмем велики и поедем. Поедем сюда. Ой, велики, осторожно. Чем дальше едем на юг, тем сильнее меняется флора. Тут такая... Только-только осень начинается. Вот сегодня с утра мы были, все красное, ярко-желтое было. Здесь такое еще бледно-зеленое, бледно-желтенькое. Вот. И сама флора другая. Тут леса такие уже южного типа, как уже подлесок очень мощный, такой сильный, густой подлесок. Вот. То есть как все меняется.
Так, мы готовы ехать на место ночевки. А я чизу. Да, сейчас поедем. Тут недалеко, в принципе. Да и велики надо использовать с прицепом. Вот сейчас не знаем, куда сосиску засунуть. Она не хочет ехать. Она хочет в машине ночевать. Да, не хочет. Дарка счастливый, да? Сейчас едем, приключения. У Насти тут цепь слетела. Приключения. Зажалка здесь снял, у меня руки черные были. Ну, как, значит, да. А вот эта вот морда не хочет сидеть ни в рюкзаке. Не знаю. Давай. Ашкин волосики. А где Ашка волосики? Папа, где Ашкин волосики? Папа, написывай это Ашкин волосики. Написывай Ашкин волосики. Папа, давай лосовать. Колобок. Колобок. А давай телевизор. Телевизор. Давай телевизор. А давай машину. Папа, давай машину. Папа, давай машину. Поехали, это велосипеды. А я котенка читаю. Все, доброе утро. Сегодня какое число-то там? 15 что ли, октября. Вот сейчас проснулись. Поедем на велосипедах по тропе. Тут тропа где-то 17 миль. Проедемся по ней. На велике все-таки классно ездить. Все-таки велопутешествие это совсем другое. Эндорфин, это так здорово. Велосипед это так здорово. Прям офигенно. I was going to get out, and I was going to go to Alaska and become the manager of Nome, Alaska. I know. Yeah, and the only way you could get in there is to fly float planes or by boat, because it was ice. So we get Russia from Alaska? No. So from there, we took an airplane, went fishing with a bunch of guys. They had the permits. I didn't go fishing. I went with those guys who went over to Murmansk. Oh yeah. Okay. It's not too far. Yeah. Yeah, these are people here these people here live in these two garden sheds, you know, they look like garden sheds down there. They connected them, and
Вот. О, thank you. Сейчас А пока... мы вкусом. Да. Сейчас пока заехали на... Ой, ехали на велосипедах, заехали в придорожную кафешечку. Тут взяли пару бургеров. Кучу нам кетчупа дали. Ой, Да, а это что? и кучу кетчупа. Да, есть капуста. Я тоже хочу вот Подкрепиться надо это. чуть-чуть. Ну, говорю, настоящая американская еда выглядит вот так. Булочка, котлета и овощи просто тебе в тарелке принесли. Последний раз, мне кажется, такую вкусную котлету я ела в роддоме. Там тоже давали бургер. Да, реально вкусные бургеры. Вот Макдональдс вообще далеко. Я вкусную. Попробовали хоть настоящие бургеры, как они. С нормальным мясом и всеми ингредиентами сельскими. С Вирджинии. Ой, ой. Не за что не ставится. Их не нужно. Их нет, не нужно. Мы чего, не рисовать эту лето? А то у нас домик такой жухлый. Такой... А меня, стой. А меня фокой и датик. Little video. I meet a lot of people here, but in fact, I met two Koreans this We are morning. so lucky to see you today. No. Because yesterday we thought about where we can take showers. It's about $15 when you got the Yeah. truck stop, so we thinking about what we делать. Папа, вкуснее? Так, короче, мы заехали тут в один дом, познакомились с Михаил, как его зовут? Майкл, да, Михаил. Вот, напросились на душ и это, заехали, приняли душ, сейчас вот едем опять на палатку, вот познакомились с человеком, классный тут домик у него, обалденно все. Я поставила. Все, доброе утро. Сегодня 16 октября. Пошел дождик. Сегодня уже дождливые дни пошли. Потом похолодание после них будет. Такой континентальный холодный фронт пришел. Вон у нас там. Сейчас доехать до машины. 2 ночи здесь провели. Классные места, на великах покатались. When we started to travel, she was about a month and she was okay. She was just leaving our tent and I was worried about what is going on. She's leaving now. But Yeah. then she came back and she's always come back. She's always come back, Yeah, huh? she sleeps with us. Yeah, that's great. And there, oh, there's a little boy. Yeah. All right. Майк подарил нам письмо. Будем читать. Да, Майк ждал нас утром. Здесь на парковке, оказывается. Да.
дал нам мы письмо. тут отоспались, пока приехали. Письмо, вот. Напутствие. А мы сейчас собираемся ехать дальше. Так, вот Майк нам написал длинное письмо и Будем пытаться прочитать. дал $100 Это еще. может помочь вам на вашем пути. Обалдеть. Что может случиться? Ну, дальше надо разобрать его почерк. Да, там почерк по-английски. Почерк такой классный. Но вообще. красивый, да. Надо в рамочку это потом Каллиграфический поставить. почти. Сиску отпускай. Сейчас мы будем ее кормить. У нас осталось что-то. Иди сюда. Пись-пись. Вон, смотри, что у тебя тут есть. Вот. А тебе, Ачка, бананчик открыть, да? Ой. Ау. Нет, глупый. Так, мы сейчас подъехали, тут какой-то очень высокий водопад есть. Что-то мы слышали, что дальше выше Ниагары. Вот погодка тут водопадная. Ну, и Ниагара, кстати. Да, это вон синие эти комбинезончики с Ниагарского водопада, кстати. Дороги офигенные. Специально выбираем не интерстейты, не крупные трассы, а такие сельские дороги, вообще обалденно. Едешь по лесу, дорога узенькая, машин вообще нету. Вот, и замечательно. Сейчас едем, как говорится, с последней мили по Апалачам. Дальше мы уже выезжаем на равнину, город Роаноке, там, и дальше к океану едем. Уверенно двигаемся на юг, к Атлантике. Дороги, кайфуем пока дорогами.
Так, расход показывает 24,5 галлона. На полном баке у меня вышло. Сейчас буду заправлять полный бак, вот 24,5. Обычно в штатном режиме езды по трассе, не по городу, выходит 30 галлонов. Ой, 30 миль на галлоне. Но учитывая нынешнюю аэродинамику и загрузку, и то, что мы ездили по горам, это неплохой результат, я думаю. Вот. Интересно будет посмотреть, какой результат будет на равнине. Конечно, вряд ли будет 30 все равно, но если 28-27, это вообще отлично все равно. Так, мы сейчас проезжаем Дурхам, это Северная Каролина уже, спустились с Апалач. Вот, хотели найти место под палатку, короче, в одном парке, но я что-то посмотрел, так-сяк, думаю, уже устали. Настя говорит, давай в гостиницу заселимся. Думаю, ладно, неделю уже в дороге, в принципе, а кажется, как будто один день-два. Что-то не ощущается на автомобиле так, что ты путешествуешь вообще. Вот, и как ты думаешь, ну нормально. Вот, и тем более еще вчера помылись мы в Вирджинии. Можно еще неделю ездить. Но думаю, ладно, нашли за 50, там, за $59 гостиницу. Шиканули, короче, сегодня. Бог с ним, поедем в гостиницу, посмотрим. Еще час до нее ехать. Вот. Уже закат, солнце село. Все, заселились в гостиницу. Самая дешевая гостиница, которую нашли. Запашок тут такой веселый. Нормально все. That's confusing, Artemis.